В Карабулаке сегодня проживает более 40 тысяч человек. Город на третьем месте по численности населения в Ингушетии. Сегодня он отмечает свое 30-летие. За все эти годы Карабулак активно развивался, чтобы обеспечить своих жителей всем необходимым. Еще есть к чему стремиться, но уже сделано немало работы. Одно из ключевых направлений работы местных властей – создание комфортной городской среды. Дороги, скверы, тротуары ежегодно приводят в порядок множество важных объектов. Но основной приоритет – обеспечение водоснабжением. Администрация активно работает с региональным оператором для замены ветхих трубопроводов. Улучшается из года в год и электроснабжение города. И благодаря личной поддержке главы Республики Ингушетия впервые в республике городу Карабулак по программе комплексного развития территории выделено более 260 миллионов. Это у нас благоустройство нового микрорайона. Уже подрядная организация приступила уже к выполнению непосредственно этих работ. И главным элементом вот этой вот программы станет это модернизация инженерных сетей. Мы привлекаем ряд инвесторов для благоустройства наших общественных территорий. И, соответственно, в следующем году у нас запланирована реализация проекта по реконструкции парка 25-летия Ингушетии. И в соответствии с достигнутыми договоренностями меценат берет на себя строительство и обслуживание зоны отдыха, и все это будет доступным для населения круглосуточно и бесплатно. Карабулак – активный участник федеральных программ, направленных на формирование комфортной среды. В этом году уже приведено в порядок 4 территории – улицы Джабагиева, Градусова, Бачалова и 70 лет депортации. Всего за годы реализации благоустроено почти 50 объектов, а к юбилею города по поручению главы Ингушетии провели реконструкцию местного стадиона. Сегодня он встречает жителей на празднике, посвященном дню рождения Карабулака. Каждый объект, который берут в работу, важен для местного населения. Взять, к примеру, улицу Градусова. Благодаря ей разгружены центральные дороги. Ведет она к ряду социальных объектов – школам, городской больнице, таможенной службе, почте. До ремонта этот участок был с гравийным покрытием, а тротуара и вовсе не было. После того, как мы связали улицы Градусова от улицы Кирова до улицы Промысловая, соответственно, у нас полная разгрузка внутригородской. Транспорт, который передвигается, переключились на эту дорогу. Как мы можем наблюдать сегодня, с применением новых технологий уложена и организована пешеходная зона, также организовано и уличное освещение. Также для пешеходов у нас на этой улице созданы зоны отдыха с установкой лавочек и урн. А еще на этой улице проживает один из городских старожилов. Бятар Султану Аушеву 88 лет. Он одним из первых поселился в Карабулаке. Город знает еще со времен, когда тот был станицей, а после – рабочим поселком. Практически все, что менялось здесь, Бятар Султан застал лично. Немцы строят. Асфальт, Окозы была, асфальт была, някой что дят, хрещ чудяхкат, светлики. По своей важности не уступает и улица Джабагиева, одна из основных дорожных артерий Карабулака. Ее ремонт стал возможен благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Здесь асфальтировано более 2,5 километров дороги, также организована пешеходная зона с обеих сторон и уличное освещение. Благодаря поддержке и пониманию главы Республики Ингушетия нам также удалось до проведения тех работ по благоустройству улицы заменить водопровод, центральный водопровод около 1,5 километров. Ежегодно в городе вводят в эксплуатацию важнейшие объекты. В начале прошлого года открыли мост через реку Сунджу, один из заездов со стороны федеральной трассы в Карабулак. Открываются социальные объекты – медицинские, образовательные и спортивные. Каждый находится на контроле главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Великолепный город. Я в юности знал его как поселок Карабулак, а сегодня он прекрасный город, прекрасные люди здесь живут. Это изюминка, можно сказать, на перекрестке всех. Вот с Карабулака и на федеральную, и в Малгобек сторону, короче, самый центр Еврея. Вот, чтобы не обижались другие города, но все-таки он у нас центр притяжения, красивый, цивильный и очень, думаю, у него будет будущее хорошее.
Ежегодно растет и население города. Сейчас в Карабулаке проживает порядка 44 тысяч человек. А еще 30-40 лет назад некогда рабочий поселок населяло 7 тысяч жителей. Еще один свидетель развития Карабулака – Юнус Албаков, председатель общественного совета города и почетный гражданин. Вот эта городская часть называлась, вот это, где стояли высотки, 2-3-этажные дома. Все остальное было частный сектор, который в сторону нашего так называемого пятачка идет, в сторону Плиева. Но такого разрастания не было. Например, за эти 40 лет, особенно за последние 30 лет, Карабулак разросся в 5 раз. А к юбилею города по поручению главы Ингушетии провели реконструкцию местного стадиона. Сегодня он встречает жителей на празднике, посвященном дню рождения Карабулака. Более 7 миллионов рублей было привлечено за счет небюджетных источников. Инвестор взял обязательство полностью реконструировать объект. И первым мероприятием здесь стал общегородской праздник. Мы с вами сегодня наглядно наблюдаем, что при поддержке главы Республики Ингушетия Махмуда Али Максимовича Калиматова при сопровождении правительства, как динамично развивается наш город. Есть определенные успехи, которые мы достигли за последние несколько лет. И есть четкий выстроенный алгоритм для того, чтобы наш город только развивался. Продолжился этот день награждением жителей, которые внесли особый вклад в развитие Карабулака. Грамоты главы Ингушетии и благодарности правительства региона получили сотрудники местной администрации, депутаты городского совета, общественные деятели и горожане, которые день за днем работают на благо Карабулака. В этот день прошло еще одно важное событие. Звание почетного гражданина Карабулака получил артист Вадим Федоров, который родился и вырос здесь. Специально к юбилею он написал песню про Карабулак. Карабулак, хочу тобой гордиться, хочу дышать дыханием одним. Я родился здесь 30 июня 1942 года. Я уже был 5-м ребенком в семье. Мама осталась вот с нами 5, отец сапером шел до Берлина. Они здесь похоронены. Я всегда приезжаю, всегда нахожу. Всегда, потому что это память вечна. Город хорошеет. Ну, дети, вижу, одеты, обуты, веселятся, красиво все. Вот поздравляю с днем рождения, с юбилеем. На празднике присутствует ассоциация ремесленников, а также представители местных кафе, которые предлагают гостям национальную кухню. Без обеда никто не остался. Жители, которые день за днем работают на благо своих соотечественников, поздравляют друг друга с юбилеем малой родины. Все желают одного – счастья и успехов. Желаю нашему городу и горожанам процветания, благополучия и мирного неба. Объединяются в поздравлениях и самые юные гости праздника. Карабулак – красивый город? Да, считаю, что красивый город. И вот такие красивые поля, вот такие красивые концерты устраивают. Поздравляю всех с 30-летием. Скажи, за что ты любишь Карабулак? За того, что я здесь учился раньше в гимназии, сейчас я в кадетском учусь. Вот поэтому я люблю свой город. Сегодня Карабулак – город, который активно развивается. Это промышленный центр Ингушетии, в котором сосредоточены заводы и производственные предприятия. Это положительно сказывается на экономике как города, так и республики в целом. Вклад Карабулака в развитие региона неоценим. Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем городу дальнейшего процветания. Марьям Акиева, Сулейман Костоев, Султан Булгучев, Магаз 24.